Здравствуйте! Вы смотрите проект Национального банка по финансовой грамотности Финсабат. Финансовая грамотность важна в первую очередь потому, что она дает знания и навыки, необходимые для эффективного управления собственными деньгами. Ведь первостепенно важно не заработать миллионы, а не потерять уже имеющиеся и не попасть в долговую яму из-за нехватки знаний. Как финансовая грамотность может повлиять на вашу жизнь? Об этом и другом в выпусках Финсабата. Сегодня в выпуске я, Бегима Джанубекова, и мои коллеги-журналисты расскажем вам о семейном бюджете. Семейный бюджет – что это такое и для чего он нужен? Как спланировать бюджет на примере одной семьи? Что такое семейный бюджет и из чего он состоит? Как правильно распределить свои доходы и расходы? Смотрите в следующем сюжете. Организовать финансы в семье. Как это сделать правильно? Универсального ответа нет и быть не может. Каждая семья, а значит и планирование доходов и расходов в ней уникальны. Но все же общие правила есть. О них мы сегодня и поговорим. Любой бюджет человека, организации, семьи, государства – это система планирования расходов и доходов. Бытует такое мнение, что бюджет, он прежде всего, бюджет составляется для того, чтобы семья экономила. На самом деле нет. Бюджет нужен для того, чтобы контролировать свои расходы и, если есть возможность, увеличивать свои доходы. Чтобы лучше понять, что такое семейный бюджет и для чего он нужен, надо узнать, из чего он состоит. На вид здесь все просто – доходы и расходы. Но от того, насколько правильно вы построите баланс между ними, и зависит финансовая стабильность вашей семьи. Первое, что вы должны учесть, составляя семейный бюджет, это доходы. К ним можно отнести зарплату, пенсию, пособие, полученные денежные переводы, деньги, полученные в долг и даже доходы от огорода. Затем нужно учесть все расходы. Их можно разделить на три. Обязательные – это коммунальные услуги, расходы на детей, продукты и одежду. Произвольные – такие как новая техника, мебель и отдых. И расходы непредвиденные, например, срочный ремонт. И самое главное в этом графике – расходы не должны превышать доходы. Не нужно лениться и заполнять бюджет надо на ежедневной основе, делать это очень рационально, следить за своими расходами. Есть одно такое золотое правило, которое гласит, что нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете. Это золотое правило. Как правило, в семьях, вот статистика говорит о том, что 40% семей ссоры в основном бывают на почве того, что в семье не хватает денежных средств. И как раз таки ведение бюджета, оно позволит вам контролировать свои расходы. Ведение бюджета – ключ к финансовой стабильности семьи. Так вы сможете сэкономить часть денег, чтобы потом больше и эффективнее тратить. Для наглядности рассмотрим плюсы ведения семейного бюджета. Согласно исследованиям, семьи, которые не ведут бюджет, часто тратят больше, чем зарабатывают. Учет финансов поможет лучше тратить средства и сократить перерасход. Семейный бюджет – это готовый финплан, который поможет отслеживать достижение поставленных финансовых целей. Ведение бюджета защитит вас от спонтанных и часто ненужных покупок, в них просто отпадет надобность. Крупные приобретения можно ввести в план и купить, не влезая в долги. Учет семейных финансов еще и отличный способ выбраться из долговой ямы. Наглядно расписанный план позволит вам урезать ненужные расходы, чтобы расплатиться с долгами. И последнее. Тратить все, что вы заработали, плохая стратегия. Планируя бюджет, нужно закладывать капитал, который смягчит непредсказуемые жизненные обстоятельства. Итак, главный вывод, который мы сделали сегодня. Экономить не стыдно, составлять список расходов и доходов предусмотрительно, а покупать нужное не в долг приятно. Правильно организовать финансы в семье – это не о том, чтобы зарабатывать больше, а тратить меньше. Это скорее о том, что тратить нужно правильно. Семейный бюджет очень важен и необходим каждому, независимо от доходов семьи. В следующем сюжете мы на примере одной семьи расскажем, как это сделать. Доходы, расходы и накопления – то, из чего состоит каждый семейный бюджет. Малика Курманова знает об этом не понаслышке. С появлением семьи, а затем и детей, они тщательно планируют свои ежемесячные траты. Есть обязательные
платежи, есть второстепенные, есть то, на что мы откладываем. Поэтому со временем мы пришли к тому, что без планирования бюджета невозможно распределить всю свою зарплату, чтобы ее хватило, допустим, от получения до следующего получения. Спонтанных покупок в семье Курмановых практически нет, все рассчитано наперед. Но зато есть другое – финансовая стабильность и жизнь без долгов. А заработанных денег хватает и на дополнительное образование детей, и на летний отдых. Даже дети в семье давно понимают, какие траты можно себе позволить, а какие нет. Чтобы узнать, сколько еще столичных семей планируют бюджет, мы решили пройтись по городу. Сейчас в Кыргызстане очень тяжело планировать семейный бюджет, но каждый в своем государстве, в своем доме, конечно, планирует. Семейный бюджет я планирую. За счет, я получаю пенсию, и с пенсии откладываю определенную сумму для того, чтобы потратить ее в нужное время на нужные вещи. Мы сначала считаем свои доходы, возможности, какие возможности у нас есть, чтобы найти доходы. Потом эти доходы куда распределить заранее планируем. Обязательно планируем, потому что есть определенные статьи расходов, которые нужно оставлять для дальнейшего планирования на обучение детей, на поездки, отпуск и так далее. Это лишь часть опрошенных, и тенденция все-таки положительная. Все больше семей, которых мы опросили, озабочены введением семейного бюджета. Таких больше половины. Согласно исследованиям, бюджет чаще составляют более состоятельные люди, чем люди со средним и более низким достатком. Красочно и в стихотворной форме о семейном бюджете поведал и акын-сказитель Баян Акматов. Рызқымыз үйдегің ысырап болбой самандай, жұма сайын тойларға жұлқына бербей қамандай. Азық түлік киімдің аздектейлің адамдай, қапшығың үй бүлөнін қалбасыншы қаралбай. Қадырлың атаң енеге қалған жаман баралбай, қадырын білбей барында қалбайлы боздоп табалбай. Ақчабыз ашып баратсаң ақыл қалчабанан жай, бото көзім ошондо, ой чиркин боёносуң маралдай. Кирешени тактайлы, чыгаша болсо чачпайлы, акчадан акыл жок болот, акыл эс менен сарптайлы. Сарптабасак акчаны санасыз сайган акпайбы, эсепти сүйөт бул акча, эбин таап барктайлы. Эмне сатып алсак таң эсебин тактап шашпайлы, жамандык менен жакшылык жарышып келип атпайбы. Капыстан келсе чыгаша кайгыга шондо батпайлы, урпакка дагың үйрөтүп, ой жаным улуң ишти баштайлың. Үй бүлөлүк капчыкты тууралайлың экөлөп, балдарды мектеп окууга барады дайым жетелеп. Үй бүлө чакан мамлекет гүлдөсүн өссүн көкөлөп, карыган ата энени кастарлайлы бөпөлөп. Казынабыздын ошондо, ой чиркин кадырың өсөт эселеп. Как следует из песни, семейный бюджет – это правильные финансовые цели и учет доходов и расходов. Осознанный подход к деньгам позволит вам не только тратить меньше и копить, но и повысить качество жизни даже при текущем уровне доходов. На сегодня у нас все. Берегите себя и близких и правильно распределяйте свои деньги. В следующем выпуске мы расскажем о кредитах и о частых ошибках при оформлении документов.